Жители улицы Мальсагова в селении Троицкое уже несколько лет жалуются на слабое электроснабжение. По словам Магомеда Мейриева, из-за этого техника работает когда как. Холодильник не поддерживает должную температуру, телевизор демонстрирует блеклые изображения, а чайник требует значительно больше времени для кипячения воды. Но это полбеды. Низкое напряжение со временем выводит всю бытовую технику из строя, а это лишние расходы. Слабый электросвет. 100, 120, хулыш по-разному. Холодильник, держишь, выключать, держишь, слабый свет, ну, чуть что-то, уже свет появляется. Или провода штучится, И эта проблема не только у Магомеда. Все жители улицы Мальсагова, а с ней и Пролетарской, тоже жалуются на слабую электроподачу. Они неоднократно обращались к специалистам, однако проблема оставалась нерешенной, пока ее не озвучили в прямом эфире программы НТРК «Муниципальный час». После обращения граждан специалисты провели необходимые проверки и оперативно приступили к решению проблемы. Стабилизировать напряжение мог только новый трансформатор. Средства на эти цели выделили из районного бюджета. Тут всего-навсего будет две улицы на этом трансформаторе сидеть. Это 250-й трансформатор, это, можно сказать, новый трансформатор, и полностью КТП новые, и опоры, и разъединители, все поставили как положено. Единственное, есть немножко, нам надо доработать, там чуть-чуть ограду сделать вокруг этого трансформатора. Рабочим сейчас осталось протянуть провода до улиц 250 метров. Несмотря на то, что проблема еще остается актуальной, местные жители спешат выразить свою благодарность властям за оперативную реакцию и эффективное решение. Трансформатор, вот, на совесть. Так, все это остается им. В эфире программы НТРК «Магаз» «Муниципальный час» в прямом эфире озвучивают немало проблем, которые потом находят решение. Обращения граждан мониторят, а власти на местах стараются создать комфорт, уют и безопасность в своих населенных пунктах. Зелимхан Калоев, Адм Гулоев, Мухаммад Яндиев, «Магаз» 24.